Друзья, всем привет! Так, ну что, я в лесу. Начало сентября, ребята. Сезон грибов в самом разгаре. И нужно максимально быстро подсобрать грибы, пока они есть, пока есть выходы. Потихоньку гриб пошел. И сейчас, ребят, максимально выезжаю в лес, собираю домой, заготавливаем на зиму. Ну и вообще всяко разно. Вчера целый день шел дождь, прям целый день заливал так хорошенько, огромные лужи. Вот. А сегодня вот без дождя, в целом тепло, и впереди, ребят, теплая погода, там аж за 20 градусов, солнечно. Хорошая погода, ребят, грибы будут. Очень много срезов, были выходные, люди ездили. Вот. Ну и сегодня я, ребят, пробегусь быстренько, пару часиков, может, займет у меня поход, может, чуть побольше. Посмотрим. Пока заезжал, ребят, 2 велосипеда уже стояли, там голоса слышу. В общем, люди уже в лесу. Я приехал в 7 утра. В общем, погнали. Зашел тут проштрудировать боровички, тут обычно стоят. Вот. Два штуки небольших я нашел уже. А так грибы, ребят, будем брать все. Неважно, красноголовики, боровики. Пока, ребят, берем все. Все, что будем находить, будем брать. Да, срезов очень много. Так что как-то так. Так что давайте со мной, кому интересно, ребят, погуляем, подышим воздухом. Как я говорю, тепло, ребят, ветерочек. Отличная погода. Для леса самое то. Все, настраиваю зрение. Поползли, как говорится. Полоса. Вот такую канаву делают. Это специально, чтобы если мало ли пожар, чтобы дальнейший огонь не перешел. А не такая старая, ребят, свежая. На ней вот очень хорошо выходят боровички. Вот такой молоденький, песчаный, правда. Вот такой. Это у нас что тут? Луговичок, что ли? Да, это у нас луговичок, ребята. Тоже белый гриб, только луговой. Место такое низинистое. Край бора. Я специально сюда забежал, так проверить. Видите, маленький пятачок. Когда много конкурентов, стараюсь в такие места заходить, прочесывать. И бывает, что успех. Но это, походу, Михалыч хулиганил. Взрыл весь мох. Правда, не свежий, но хулиганил. Вон тут тоже, смотрю, хулиганил. И стоит красавчик, ребята. Ну вот, не зря зашел посмотреть. 3 боровичка, ребята, мы нашли. Вот какой, вот это красавчик. О, какой толстоногий. Как бочка. Как я сказал, достаточно тепло, ребят. Комары вот прям лютуют. Чисто, ребята. Абсолютно чистый. Максимально немного, ребят, срезаю ножку, так как это все мясо. Все забираем. О, какой. Песчаник тоже. Это потом моется, ребят. Грибы моем от песка.
И все нормально. Ух, какой. Только-только вылез сегодня, походу. А это луговичок. Тоже чистый. Заберем его. Конечно, по сравнению с боровиками, ребят, да? Смотрите, вот луговичок, а вот боровичок. Разница есть, да? Так, надо брызгануться. Не дадут мне собирать. Их не так уж много, конечно, но все равно неприятно. Чуть потеплело и заактивничали, бля. Выводок рябчиков, кстати, здесь. В начале сезона, когда вот только-только, ребят, пошли грибы, ну, очень много людей в лесу. Конкуренция прям такая огромная. Ну, для деревенских, для местных ребят это не просто заготовить на зиму, это еще какой-никакой бизнес. Куча объявлений в подсушках. Все продают плюс-минус ведро боровиков в районе 1500 рублей, ребят. Сейчас пока такая цена. А я нашел огромного боровика. Охренеть. Ну, пускай доживает уже на опушечке. На опушечке. Так что, ребят, сейчас такой пик. Сейчас все нахапаются, наберутся, заготовятся. Ну и уже в лесу будет народу поменьше, так как уже грибы не нужны будут. А грибы будут еще расти. Еще будут массовые выходы. И тогда вот прям будет круто гулять. Но сбыть уже будет проблема. Именно в продаже, я имею в виду. Потом будет уже обесцениваться. 1700, 500. Короче, вот так вот. Ну, это именно в районе. Городские-то, понятно, готовы сюда прикупить грибочки. Потому что, ну, нет возможности съездить. Опять такая полянка. Там заканчивается бор. Уже идут поля. И вот такой луговичок, ребят, стоит. Красавчик. Тоже белый. Название. Но только вот есть боровые, а есть луговые. Перешел дорогу, ребята. Зашел на беломошник. Ну вот он не целый такой, как бы беломошник. Такие есть, как типа озера, такие черничные пятна. Вот. Я особо обожаю вот именно здесь гулять, потому что, ну, во-первых, лес, ребят, знакомый. И если, допустим, я вижу людей, и как-то я могу маршрут сразу перестроить и не обломаться. А если в незнакомых местах, то ты идешь, держишься дороги, как бы, и держишься. Так что я здесь все знаю, как бы, и могу спокойно срезать, уйти, и дорога будет, как бы, ну, моя продолжаться. Потому что, как бы, когда я настроен, я держусь маршрута какого-то. И вот, ребят, впереди вот такой красавец. Вообще бомбовский. Опа. Вот такой, ребятки. А? Песня? Песня. Сказать, что, ребят, поперли, прям не скажешь. Потому что, ну вот, идешь, видно срезы, ты находишь. Вот. И как бы видно, что тут. В таком, как бы, метр, ну, 10 на 10, грубо говоря, в квадрате. А потом идешь 50-60 метров и просто ничего нету.
Вот такой красавец. Класс. Потихоньку, помаленьку шкребем. Погуляем. Вот буквально, ребята, вот мой срез. Я его сразу же заметил. Вот стоит еще один молоденький малыш. Опа, рядышком. Так. Пока резать не буду. Найду второго. Или третьего. Почистим. Вот как-то так. На неделе приезжал братулес. Ну, немножко походили. Покушали. Немножко собрали. Домой повез. Понравилось ему, ребят, погулять в лесу. Вот. Я считаю, что как бы не только интересно, но и полезно. Свежий воздух. Очень хорошо. Зрение, ребята. Вот, допустим, кто сидит за компьютером, работает. Я вот очень много провожу время, и стоит, кстати, красавец, ребята. Сразу улыбка. С этим монтажом я по 7 часов, ребят, за компьютером приходится сидеть. Вот. И в лес приезжаешь, и прям, ну, зрение прям, знаете, ну, потому что меняется цвета, фокус. Ты далеко смотришь, ближе смотришь. Очень полезно для здоровья, для зрения в лесу гулять. И у кого вот сидячая работа вот за компьютером, потому что, ну, Пашка приехал, я, говорит, в упор не вижу. Вот, здесь настраиваешь, ребята, себя, знаете, вот так. А у меня красавчик. Смотрите, ребят, какой. Ух. Вышка просто. Просто вышка. Вот таких я обожаю собирать. Просто обожаю. Еще маленький прирост к нему. Твердые. Свежие, первый сорт, друзья. Так. Заодно этого почистим. Ветерочек. Ну, как и сказал, ребят, впереди погода. Прелесть будет. Съездим куда-нибудь, наверное, порыбачим. Прям сдалека увидел. Ну, когда на вот беломошнике выходят, то видно. Хожу так не спешонько гуляю. Какой-то такой больной, что ли, ребят. Немножко достало что-то ему. Ну, это все обрезается, все это чистится. И нормально. На канале начали выходить грибы, и традиционный вопрос: Андрюха, как у тебя можно их купить? Ребят, ну, в таком виде, в таком вот виде отправить, ну, никак нельзя. Максимально, когда приезжаем, ребят, с лесу, ну, час-два себе даешь отдохнуть, допустим, и надо обрабатывать, заниматься грибами. Так как взять, поставить
вот так, даже не заморозить, а просто поставить в корзину, то, ну, грубо говоря, за полдня можно все грибы убить, так скажем. Все равно какие-то будут, где-то все равно будут червивенькие. И вся корзина начнет просто массово портиться. И так никак, ребят. Пашка сейчас, мы как делали, собирали, морозили, обрабатывали, что-то отваривали, что-то так замораживали. И в замороженном виде вот он повез в контейнере, именно в Артике, в холодильнике. Довез, все шикарно, даже не оттаяли. Ехал он 15 часов. Так еще вот как-то можно. А так это, ребят, только заморозка, только сушеные. Ну или консервированные. Больше никак. Да, красоту такую, конечно, всем охота. Самим порезать, пожарить. Но, к сожалению, ребят, это очень быстро все происходит. Вон тут кто-то резал. Здоровых. Белых. Вот какая ножища была. Такие дела. Охренеть, ребята. Конец сбора. Тут уже все, как низина пошла. Вот такие места, ребят, заглядываю. Смотрите, два переростка просто. Два амбала стоят. Фу-ху. Охренеть. Вот это каравай. Вот это каравайчики. Да. Молодых не вижу. Вот. Кто-то тут срезал. Видно срез, ребята. Вот еще молоденький вылез. Опа. Вот такой красавец. Чистый. Что тут, ребят, досталось им? Два штучки. О, какие. Что там, блин. Не знаю. То ли их пнули. Вот там еще какой-то. Ладно, закроем все это дело. То ли их пнули, ребят, и начали они вот гнить, то ли что. Под деревцем, ребята. Опа. Под деревцем спрятался. Опа. Наверное, уже плохой. Так-то чистый. Какой-то мягкий. Не буду я его брать. Пускай здесь белочкам. Народ гуляет. Люди ходят. А вот еще один, ребята. Нормальное направление взял. Только что здесь прошли люди. Вот видите, ребят. Люди ходят. Ни хрена не видят. Шибают. А грибочки-то есть. Грибочки-то стоят.
Он прям возле дороги, ребятки. Только-только что тут прошли люди. Вон какой красавец стоит. И не заметили. О, хороший, ребята, хороший. Опа. О. Царек, да, какой? Царек. Огонь. Таких 2 гриба, ребят, и целая сковородка. Спрятался. От нас не спрячешься, ребят. Видите, как беломошник и вот этот остров, я так называю. И вот краем стоит, но не особо-то и видно его. А я его увидел. Вот такой. Ну вот, ребят, потихоньку, помаленьку, чтобы вы понимали, я на одном месте кручусь. Я, получается, зашел, крутанулся, прошел центром и сейчас выхожу краем. То бишь я уже здесь даже вижу свои срезы. Но опять же вот попадается, потому что идешь, допустим, в эту сторону и за деревом, вот там, возможно, ты не заметил. А когда ты меняешь курс, то совсем по-другому все открывается. Я так называю зачистка полностью, когда ты кружишься на одном месте. Ну, я бы мог пройти, грубо говоря, да, и уйти. Но я вот крутанулся, я понимаю, что народ, люди здесь немножко попадаются. Вот здесь и как бы разгулялся, так скажем. Вот. Сейчас выйду, пересеку дорогу, пройдем там краем и зайдем на другой борик, так скажем, горелище у нас его называют, лесок горел. Посмотрим, что там. Такие дела, красота. Вот я так заходил, ребята, я даже вижу большой гриб, который я воткнул. Ну, пожалуйста, надыбал красавчика. Так что кто-то носится, конечно, хочет убить ноги, пройти больше разных мест. Но можно ходить, ребята, и вот таких малышей собирать. Бывает, что такой ход правильный. Люди сейчас ушли, допустим, на те места, а я еще остался здесь и добираю, и как бы нормально получается. Когда уже опыт большой присутствует, то уже ты контролируешь ситуацию, ребят, и выбираешь стратегию свою. Сейчас стратегия потихоньку работает, мне кажется. Опа. Вот тут дерево лежит. Я вот там прошел, но ты бы никак его не заметил, потому что дерево длинное, и за ним ты его там бы не заметил никак. А вот крутанулся и пожалуйста. Так, не знаю, ребят, люди, конечно, вон тут вышли, но я хочу показать вам онлайн, так скажем. Местечко такое здесь, пригорок. И постоянно здесь попадаются, ребята. Так что я сейчас хочу с вами прям найти. Если что, подсказывайте мне, мало ли пропущу. Я хоть грибы умею собирать, ребят, но я тоже пропускаю, как и все.
Так, ну что, ждет нас кто-нибудь здесь, нет? Так, срезы я вижу. Срезы я вижу. Так, срезы есть. Че, нас тут никто не ждет? Должен кто-нибудь ждать, по идее. Старые срезы, гнилые уже, давнешние. Сейчас мы крутанемся здесь. Повнимательней, ребята, повнимательней. Ну вот. А зря только сказал. Обычно, да. Обычно здесь всегда ждут. Не успели, наверное. Вот тут что еще срез. Ну ладно. В следующий раз будут. По-любому. Ну а я дошел уже к дороге как раз. Сейчас будем переходить, наверное, к кофейку, ребят. Хапанем. Что-то кофе охота. Народу. Все только идут оттуда. Я хотел сейчас съездить туда погулять. Сейчас вот этот пройду. Пригорок. Вот, смотрю, машина едет. Пешком люди выходят. Давайте, ребята, ваша. Душновато даже как будто. Ходишь и жарковато. Я в легком костюме. Флисочка рановато, еще жарко будет в ней. А в легком нормально. Сейчас перекурю немножко. Погнали дальше. Корзинку бы нам поднабрать надо бы как будто. Стоит, ребята. Ждет папку. Спрятался. Капитально прям. Хрен ты его увидишь. Вон, смотрите, как, ребята, спрятался. Опа. Опа. Такой под кочкой стоит. И не видать вообще его. Нашел. Ну не зря, ребят, зашел. Только начал подниматься. Стоят красавчики. Блин, так потемнело. Тучка какая-то подошла. И так темно. Еще и тучка. Но у меня, ребят, смотрите. 3 штучки. 3 молоденьких. 3 молоденьких вон этот. Только-только вообще вылез. Опа. А, красавчики какие.
Опа. Ух ты. Поломал, блин. Ну ничего. Бывает. Красоголовочки, ребят, попадаются. Тут такой черничник. Ну и боровички тоже не дают скучать. Вот еще малыш. Красавчик. Вот такой. Немножко выстрелы, ребята. Кстати, всех с открытием охоты. У нас уже и на боровую открылась 1 сентября. Ну, понятно, что еще, мне кажется, рано. И тепло. Нужны заморозки. Листвы еще много. Как бы, мне кажется, чуть попозже. Рановато еще. Вот. Так что всех, ребята, с открытием. Кто на канале Охотники. Я знаю, есть такие. Вот. Как говорится, ни хвоста, ни чешуи, ни пуха, ни пера. Потихоньку горку штурмую. Сейчас прогуляемся, потом крюка даю к мотоциклу, наверное, и переедем. Съезжу там в одно местечко, посмотрю. Не особо, ребят, конечно, много грибов. Ну, с одной стороны, интересно, когда приедешь, и они там. Ну, тоже азарт, конечно. Вот. Ну, это уже нахапал, как бы, и все. А здесь немножко бродишь, лазейки смотришь, плюс конкуренты. И вот, когда получается, ну, тоже удовольствие своеобразное. Приехать нахапать, конечно, тоже прикольно. Но это когда работаешь на сдачу, тогда да. А так для себя по кайфу. Какой красавец стоит. Обалдеть. Как его тут не заметили. Столько народу тут ходило, ребята. Дорога вот. Тут машина стояла вот в этом месте. И стоит такой обалденный. Сломал, блин, нечаянно. Нечаянно сломал, ребят, корзиной. Чистый. Красавчик. Так, ну что, поперли к мотоциклу. Проедемся туда, съездим, посмотрим. Люди хоть и были, но вон все равно можно что-то найти. Так, ребят, небольшая локация. Ну, ее тут, наверное, прошли уже. Люди отсюда выходили. Ну, решил проверить так
Не пешком, что? Как бы. Понятное дело, если пешком бы пошел, то, может быть, и не пошел. А на моточке тык-тык, 3 секунды. Просмотрим, нет. Так, нет. Да, тогда. Должны, мне кажется, здесь быть. Такие дела. Видно, были люди, ребята, срезы. Но пропустили. Пропустили 2 штучки, ребятки. Ух. Красавчики. Смотрите, здесь срез старый. Вон. 3 штучки вылезли. Старый срез он. И он, пожалуйста, 3 штучки. Как с куста. Так, ребят, ну что, момент истины. Зачем я сюда приехал? Порадует Борик, нет? Обычно уже на входе стоят. Приветствуют. К сожалению, наверное, нету. Корзинку поставим, чтобы не таскаться. Прогуляемся. Ага. Были тут, да? Кто-то тут был. Резали. Срезы, бам. И что у нас? Это у нас стоит, ребята. Это у нас стоит. Оказывается, я думал, срез. О, какой уродец двойной. Он сковородки, ребята, поверьте, не пахнет. Так, значит, вышли и здесь. Мы здесь заезжали с Пашей, сюда заходили. Ни одного я здесь не нашли. Вот, вышли. Нету, ребята. 2 штуки вот сросшиеся были и срез. Ну, как-то вот видите, местами. Вот на горку поднимался, тоже ни одного. А внизу хорошо попадаются. А бывает наоборот, что вверху есть, снизу как-то нету. Короче, надо ходить, смотреть. Ну что, у меня почти полная, ребята. Чуть-чуть осталось. 5 грибов. 5 хороших боровиков. Не знаю, на обратке заскочу. Погуляю еще. Там посмотрю. Что-то тогда наберу. Красноголовки попадаются, кстати. Но это отдельно. Сегодня что-то прям захотелось боровиков пособирать. Вот. В лесу классно, ребята. Воздух. Прелесть. Погулял. Класс.
Ну и заодно заехать надо посмотреть там кое-что. Супруга очень любит рыжики. Надо в одно место заехать посмотреть. Есть там рыжики, нету. Вышли, не вышли. Вот очень крутые пироги она делает с них. Вообще супер. Но это другая история, ребята. Ладно, пофиг. Такие красноголовички стоят. Маленькие. Блин. Забрать, что ли? Так. В довесок. Прям под ногами. Прям под ногами стоят. Забери, говорит, меня. Ну, за красноголовики это отдельно, ребят. Это в другой бор надо ехать. И все красиво. Прошли здесь тоже люди. Срезы, смотрю, есть свежие. Вот такая тропинка идет. И вот обычно здесь вдоль тоже попадаются. Вот они, красавцы. Вот они, ребята. А? Шикарные просто. Шикарные парни. Как правило, далеко ходить не надо, ребята. Вот дорога. Ну, люди все заходят, заезжают. Вот. И вот, прямо возле дороги такой кабан стоит. Все ломятся, понятно, далеко, дальше, дальше. А возле дороги как стояли, так и стоят. Блин, чистые ребята. Да, чистоган. Вот эту только зеленку надо срезать. И будет отлично. Возьмем. Здесь еще, ребят, такой же стоит. Ну, что-то какой-то мягкий, как будто. О, какие демоны, блин. Вон дорога. Этот, ладно, возьмем. О, блин, сразу корзина тяжелая. Конечно, килограмма 2 весит, ребят. В черничничке стоят. Ну вот, ребят, крутанулся. Полная корзина у меня. Чисто боровиков там 2 или 3 красноголовика брал. Так, по дороге. Кто-то едет, что ли. Нормально. Можно гулять. Есть грибочки. Можно ходить, собирать. Пойдет. Отлично погулял. Пару часиков. Может, чуть больше. Посмотрел места, сейчас заезжал. Вот.
Есть рыжики, но переростки такие здоровые. А так по боровичкам нормально, ребят. Корзиночка, самое то. Сейчас приедем, как обычно, обработаем. Все, что-то на заморозку, что-то поджарим. Может кто-то вот этих крупных там на сушку. Вот. Раньше в бане сушили на противнях. Сейчас есть у нас электрическая сушка. В общем, потихоньку сушишь, собираешь, сушишь, собираешь. Ну, на зиму мешочек делаешь. Отлично, ребят, отличная охота. Что-то все затянуло. Наверное, дождь будет. Ну ладно, сейчас на хода домой. Так что, ребят, давайте в лес, не сидите дома. Пора за грибами. Такие дела. Все. Увидимся, ребятки. Увидимся в лесу, на рыбалочке. По-братски лайкосик. Вам не сложно, а мне приятно. Ну и не забывайте, ребят, стартанул конкурс «Первый лед». Ссылочка на видео в описании. Смотрите. Кто не смотрел, участвуйте. Такие дела. Все, я погнал.